Пожалуйста, звук зала. Итак, добрый день. Буквально технические моменты, еще пару минут. Юлия Викторовна, будьте добры, дайте знать, как вы нас слышите, как вы нас видите. И еще... Ага. Добрый день. Вижу вас, слышу. Меня слышно? Да, вас слышно, да. Спасибо большое. Отлично. Угу. Хорошо. Добрый день, хорошо слышно. Так, у нас еще есть время. Все, спасибо, меня можно отключить и...
Итак, добрый день, уважаемые присутствующие, даже если на расстоянии, тем не менее мы рады вас приветствовать. В работе нашей секции в рамках Национального педагогического форума, которая называется «Научно-проектное сотрудничество вузов-партнеров Евразийского образовательного ареала». Модератором являюсь я, Вахидова Люция Ванцетовна, кандидат педнаук БГПУ имени Акмулы. Первый выступающий, первый докладчик у нас Кудрина Ольга Александровна, магистрант ШОС-программы, то есть магистрант, который проходит по системе двудипломного образования с темой «Оптимизация модели профсоюзного непрерывного образования в изменяющихся условиях», где примером будет служить, примером содержания выступления будет служить Россия и Казахстан. Пожалуйста, Ольга Александровна, вам слово. Добрый день, уважаемые участники форума. Моя тема связана с профсоюзами. К профсоюзной деятельности разные люди относятся по-разному, но так как большая часть моей жизни посвящена именно ей, о результатах, направлениях, о значимости профсоюзной работы я могу говорить много. Вообще общее советское прошлое России и Казахстана определило схожие подходы во многих сферах деятельности, в том числе и в профсоюзной, и в образовательной, и в профсоюзном образовании. Профсоюзное образование ориентировано на профсоюзный актив. Это члены профсоюза, которые выполняют профсоюзную работу, скажем так, на общественных началах и не состоящие в трудовых отношениях с организацией профсоюза. И ориентировано на профсоюзные кадры. Это лица, которые находятся уже в штате, состоящие в трудовых отношениях с организацией профсоюза. Профсоюзное образование преследует следующие цели. Формирование у них, то есть у профсоюзного актива и профсоюзных кадров, навыков и умений для успешного решения уставных задач, стоящих перед профсоюзами. Повышение их уровня знаний и деловой квалификации, содействие эффективному обеспечению представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза и развитие профсоюзного движения в целом, и информирование о деятельности профсоюзов, формирование мотивации сознательного членства и активного участия в профсоюзном движении. Надо сказать, что в настоящее время существует множество форм и методов обучения, программ и содержания материала. И в сложившейся системе профсоюзного образования, как правило, рассматриваются различные проблемы, как то, например, мотивация профсоюзного членства, имидж профсоюзного лидера, проблемы эффективной защиты членов профсоюзов и тому подобное. В этом году исполком Федерации независимых профсоюзов России утвердил новую концепцию профсоюзного образования ФНПР, согласно которой выделяются 4 уровня профсоюзного образования. Первый уровень – это начальная подготовка профсоюзных кадров и актива, так называемое введение в профсоюзную деятельность. Второй уровень обеспечивает подготовку всех выборных и штатных сотрудников профсоюзных организаций в течение 1 года с момента избрания. Третий уровень – это обучение уже по модульным программам, по основным направлениям профсоюзной работы, путем углубленного изучения отдельных проблем профсоюзной деятельности и овладения технологией их решения. И, наконец, 4-й уровень – это профессиональная переподготовка, проводится по мере появления необходимости в таковой у профсоюзной организации. Новая концепция требует новых технологий, и каждый уровень обучения предполагает применение инновационных методов, обусловленные запросами современного общества, в том числе цифровая трансформация. Кстати,
При использовании данного термина часто подразумевается только его техническая составляющая. Но с учетом того, что новые методы и инструменты обучения влекут за собой и социальное преобразование, необходимо цифровые технологии рассматривать через призму социального поведения. Не вызывает сомнения тот факт, что качество донесения информации до профсоюзного актива является не только важнейшим фундаментом прогрессивного развития профсоюзного движения, но и важнейшим стратегическим фактором, так как выполнение профсоюзами своего социального предназначения, осуществление защиты прав и интересов наемных работников, способствует формированию социально ориентированной рыночной экономики и упрочению демократии. Хотела бы привести пример этого года, который произошел у нас в России. Челябинскими профсоюзами в этом году был успешно применен прием с использованием цифровых технологий. Дело в том, что в 10-й раздел Трудового кодекса Российской Федерации, посвященный охране труда, планировалось внесение поправок. Весной в Госдуме на рассмотрении находился законопроект по изменению данного раздела, и отдельные формулировки могли негативно сказаться на правах и гарантиях работников в сфере охраны труда. Например, предполагалось новое определение понятия «безопасные условия труда». Оно могло включить применение понятие «безопасные условия». Оно могло включить, качественные СИЗы, то есть это средства индивидуальной защиты. Так вот, если работник применяет хорошие, вернее, качественные СИЗы, эти средства индивидуальной защиты, то опасные условия его труда могли бы автоматически приравнять к безопасным с потерей соответствующей гарантии и компенсации. И, в общем-то, стояла такая сложная достаточно задача, во-первых, объяснить очень сложную тему населению страны, наемным работникам, понятным языком. Ни для кого не секрет, что язык законодателя многократно сложнее литературного языка, да, и читать закон или же поправки в Трудовой кодекс не все смогут сразу понять, о чем речь. И второй момент – это донести проблему максимально большему числу активистов за короткий промежуток времени. То есть за летний период предстояло охватить миллионы людей. Так вот, новым медиапроектом «Почти как в офисе» Горно-металлургический профсоюз Челябинской области решил объяснить профсоюзным активистам страны о необходимости противостоять данной законодательной инициативе. Участники проекта сняли и запустили в интернете социальный ролик в стиле черного юмора, в котором рассказывали, как им живется и работается в горячих цехах, на опасных производствах, у станков, рядом с льющимся металлом. Создан сайт проекта «Как в офисе РФ», где собраны основные материалы по теме, фотоподборки, высказывания эксперта. Так вот, нетрадиционный такой подход с использованием, скажем так, TikTok-технологиями дали потрясающий эффект. Доступное, наглядное объяснение стало понятно каждому, кто посмотрел видеоролик. Многочасовое объяснение правовых особенностей всех вносимых поправок никогда не дали бы такой уровень понимания. Сегодня еще не так часто в профсоюзном образовании применяется преимущество социальных сетей, такая вот бесплатная органика, статусность организации, сложность вопросов и, казалось бы, на первый взгляд, развлекательный характер социальных сетей еще не сделали популярным данные технологии в профсоюзном движении, в том числе в образовании профсоюзном. Но последний пример показал высокий эффект. Кстати, Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации приняла во втором чтении поправки к законопроекту уже с учетом мнения профсоюзов.
Данный пример применения цифровых технологий, приведенный из российского опыта. И в России, и в Казахстане в последние десятилетия происходит существенное преобразование в политической, экономической, социальной сферах жизнедеятельности общества. Рыночные условия заставляют профсоюзы иначе смотреть на приоритетные цели своей деятельности, оценивать эффективность методов их достижения по сравнению с советским периодом, когда профсоюзы фактически были встроены в государственную систему социально-экономического регулирования. Сегодня появились возможности создания межвузовской лаборатории социального развития личности в рамках профсоюзного движения. Республики имеют довольно богатый опыт в области профсоюзного образования, а современные технологии сделают данный проект открытой образовательной платформой и вовлечет лучших преподавателей вузов. Исследования социальных сетей по освещению профсоюзного движения показали, что уже не один десяток лет в отдельных отраслях наблюдается взаимодействие профсоюзов двух стран в образовательной плоскости. Несмотря на разницу в законодательстве, общими остаются многие темы, как то, например, мотивация профсоюзного членства, умение разрешать и предупреждать конфликты, переговорный процесс и так далее. И такая плоскость, как профсоюзное образование и применяемые технологии, актуальна и в рамках научно-проектного сотрудничества вузов, партнеров Евразийского образовательного ареала. Возможное сотрудничество на базе университета Шанхайской организации сотрудничества создаст такую коллаборативную учебную среду, которая не только позволит отойти от вещательного подхода распространения информации, но и комбинировать каналы и форматы предоставления информации для достижения целевой профсоюзной аудитории. Спасибо за внимание. Я закончила. У нас здесь, спасибо вам, Ольга Александровна, очень интересный был доклад, но поступили пару вопросов, и прошу вас ответить. Что нового принесет в студенческую именно жизнь та модель, оптимизационная модель, которую вы предлагаете, профсоюзного непрерывного образования? Если в вопросе подразумевается студенческая жизнь исключительно только вот когда человек от школьной скамьи переходит в учебные стены, да, стены учебного вуза, то в любом случае среди студентов также во многих вузах распространена профсоюзная деятельность, и знать законодательство, знать те изменения, которые происходят в правовом поле, оно обязательно как бы поспособствует развитию того студента, который занимается вот этой общественной нагрузкой. Ну и тем более молодому человеку, который владеет вот этими новыми технологиями, потому что мы прекрасно понимаем, люди более возрастные не так охотно идут через интернет и общение через интернет. А молодые люди, они достаточно быстро смогут, во-первых, обмениваться информацией, а кроме того, я думаю, что вот эти приемы, которые я показала в качестве примера, они как раз будут иметь большее применение среди молодежи, среди студенческой молодежи. Хорошо, спасибо большое. Так, и второй вопрос. А какие новые образовательные методы и технологии будут актуальны, вот, на ваш взгляд, в непрерывном профсоюзном образовании? На самом деле, сказать об актуальности именно сегодня достаточно затруднительно, потому что как раз сегодня я делилась примером того, как пытаемся применить некоторые технологии в профсоюзном образовании, и сложно идет, все достаточно сложно, не все идет на ура. Но, во всяком случае, вот недаром я сегодня начала именно с уровней образования, потому что вот эта система профсоюзного образования, она тоже не должна существовать как отдельная структура в образовании, а должна включать в себя все те
и интересные, а тем более эффективные приемы, которые присутствуют в педагогике. И поэтому выделять конкретно что-то, какой-то прием сегодня или технологию сегодня отдельно именно для профсоюзного образования я даже не буду. Достаточно Но сложно, хочу да. сказать, что есть разница в применении этих технологий в традиционном образовании и в профсоюзном. Скорость применения, она, к сожалению, запаздывает. Это есть, это присутствует, но, во всяком случае, именно, может быть, поэтому мы и учимся этим технологиям, чтобы также активно их применять и в этом направлении обучения. Спасибо большое, Ольга Александровна. Действительно очень интересно, очень актуально. И вот, честно, даже для меня роль профсоюзного движения в системе моей профдеятельности, она была несколько в ином виде представлена. Но, тем не менее, будем с вами, что называется, сотрудничать и уже расширять вот эту вот сферу. Следующим у нас выступает Куликов Александр Александрович. Александр Александрович, вы на связи, да? Подключайтесь. Да, здравствуйте. Меня слышно, нет? Каких сигналов? Александр Александрович, вас слышно, все нормально. Сейчас запускается презентация, пожалуйста, да. Угу. Какие-то сложности, да? Попробуйте открыть через браузер. Открыть с помощью нажать, вот, и она должна открыться. Через Chrome, да. И там есть, нет, не туда, а вот в серединке должен быть, ну или так, да. Нужно сюда. Я переключать не могу, да? Ну, видимо, нет. Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, участники, а также педагоги. Меня зовут Куликов Александр, и моя статья на тему медиафикация образования как новая парадигма ведения обучения призвана в первую очередь для того, чтобы раскрыть суть нового направления, называемой медиафикацией, а также в чем инновационность и уделяется ли внимание со стороны нашего государства этому направлению. Так, я следующий, можно, да? Вообще, что... Нет, да, вот. Вообще, актуальность онлайн-образования в современное время обусловлена тем, что социальные изменения вроде тех, что как COVID-19, да, которая побудила поменяться образование из очного формата в заочный, такие изменения, как вынужденное дистанцирование, неготовность образования переключиться на новый формат, то есть на онлайн-обучение. И также к этому всему добавляется новый, вернее, не новый, а также сильное явление, которое знаменует собой как информатизация сейчас всех сфер. Все социальные сети, медиа, ресурсы, интернет, какие-то сайты, видеоблоги, все это ведет к тому, что это становится сейчас главным источником информации, и мы на него всегда ориентируемся. На это пишется огромное количество статей, и все это ведет к тому, что как никогда ранее онлайн-обучение, и в том числе медиафикация, о которой я скажу чуть попозже, становится актуальным. И эти два явления как раз усиливают актуальность. Можно следующий, да?
Вообще, что такое медиафикация? Медиафикация – это термин новый. У нас пока еще такого установленного определения этого термина нету, но тем не менее уже статьи об этом пишутся. Сейчас за последнее время, вот за последний год написано уже более 10 статей. При этом из них в индекс цитирования зашло всего лишь 5, но при этом они были процитированы в каких-то других работах более 40 раз. То есть где-то они обсуждаются. И вообще понимается этот по-разному. Кто-то понимает как процесс внедрения, получается, медиаресурсов в различные сферы, в том числе и в образовании, если мы говорим о образовании. Кто-то понимает как информатизацию различных сфер, кто-то понимает как информатизация не только, вот медиафикация образования понимается как не только для образования применима, но и для просвещения в том числе. Об этом говорила Наталья Сергеевна из Кузбасского государственного технического университета. Вот. И все это ведет к тому, что сейчас уже есть предпосылки к этому термину. Есть, скажем так, обсуждение этого феномена, скажем, более инновационного направления. Но лично я понимаю как информатизацию, медиафикацию образования, как процесс внедрения различных блогов, социальных сетей, сайтов на процессы образования. И посредством этого ведет к тому, что образование становится более быстрым, скорость информации возрастает, оно при этом становится более доступным, можно охватывать не только, например, свой регион, можно и соседние регионы, можно страну в целом, и все это делать посредством компьютера. Далее можно, да? Да, вот, третий, вот, переключили лишнего. Это вот четвертый, да, вот. Нет, четвертый, да. Я что-то запутался, извините. Вообще, внимание, как я уже говорил, медиафикации уделяется все больше, а медиафикация – это часть онлайн-обучения. И я проводил анализ данных, как вообще внимание уделяется онлайн-обучению. И вот согласно ЮНЕСКО, например, до ковидное время планировалось вложить в эту сферу 350 миллиардов долларов. Это по их расчетам на весь мир. И после начала пандемии инвестиции возросли уже до 1 триллиона. Это колоссальная сумма, огромная просто, 1 триллион долларов. И в России также Владимир Владимирович Путин, например, говорил, что сейчас все больше будут уделять внимание именно онлайн-образованию, будут использовать его преимущества, и в том числе, как следствие, возрастет и весомость медиафикации. Это, скажем так, ключевой фактор в развитии этого направления. То есть сейчас есть внимание, туда инвестируется на мировом масштабе. У нас уделяет внимание и президент этому, и также наш президент республики Ради Хабиров заявлял неоднократно, что будет модернизирована система образования. И он в том числе говорил, что будут учитываться и новые подходы, что можно сказать о том, что онлайн-образование будет уделено не только на мировом российском уровне, но и на нашем республиканском. Соответственно, направление медиафикации тоже не заставит себя ждать и будет далее расти. Можно следующий, да? Тяжело на самом деле вот так. Да, и как я уже говорил о некоторых преимуществах, то есть возрастает скорость благодаря вот онлайн-обучению,
И в том числе благодаря медиафикации, когда мы будем использовать блоги, например, не для того, чтобы посмотреть какие-то новости, а для того, чтобы использовать и информировать общественность о каких-то научных данных, а также инновациях, это все приведет к тому, что медиафикация ведет и не только к повышению скорости, но и к оптимизации процесса обучения. Также возрастает, как я уже говорил, скорость не только освоения информации, но и обработки. Тогда нам уже надо далее будет заострить внимание на том, как, получая такую скорость обработки информации, как не потерять на качестве. Потому что один из недостатков — теряется качество освоения. То есть мы видим очень много, но где из этого верное, где наиболее точное, в этом мы отстаем, к сожалению, и в этом направлении есть, кстати, нам где поработать. Вот. А также есть такой недостаток, как педагогический персонал, к сожалению, не готов еще к таким инновациям, и он в первую очередь, наверное, не готов, что та система образования, которая уже годами до этого ввелась, она укоренилась, и нужно обучать огромное количество педсостава для внедрения информационных вот этих технологий, в том числе и медиафикации, в свою деятельность. И также один из недостатков – это нет материальной базы. Достаточно посмотреть на села, деревни, и о чем, наверное, даже не надо констатировать, не все, к сожалению, школы сельские обладают базой для того, чтобы использовать эти технологии. То есть здесь нам тоже есть над чем поработать, создавать проекты на вот реализацию вот этой материальной базы. Вот, можно далее, да? И в заключение хотелось бы сказать, что сама по себе медиафикация образования, хоть она является для России не таким пока еще обсуждаемым трендом, но тем не менее он является инновационным, уделяется внимание со стороны организаций мира. За рубежом я проводил беглую аналитику. За рубежом этот термин уже об этом написали, например, только в США уже более 40 статей за 19-20 год. Конечно, это гораздо большая сумма, чем в России, но тем не менее этот тренд уже пошел, и я думаю, он не составит в России тоже долго не заставить себя ждать, скажем так. Вот этот процесс ведет к оптимизации, есть и минусы, о котором нам нужно задумываться, ни в коем случае не, скажем так, не забывать. И в том числе, наверное, я для себя еще заметил, что онлайн-обучение и в том числе использование вот этих блогов, он ведет к социальному дистанцированию, а отсюда, возможно, даже невозможно, возникают стрессовые ситуации не только у обучающихся, но и у педагога, потому что есть сложности вот в передаче информации. Можно далее, да? На этом все. Я готов ответить на ваши вопросы. Я думаю, они точно будут. Да, Александр, очень интересный доклад. Действительно, вот для нас, наверное, медиафикация очень непонятный в настоящее время термин. Но думаю, что в ближайшее время мы ознакомимся с вашей помощью, ознакомимся с этим термином. И в связи с чем у меня к вам вопрос. Вот я вас внимательно слушала. У меня вопрос. А насколько соотносятся медиафикация и игрофикация образования? И соотносятся ли, на ваш взгляд? Изучая источники, я видел разные подходы к этому. Есть ученые, которые соотносят, есть ученые, которые не соотносят. Точного, скажем так, со стороны мнения нет. Лично у меня какое, на мой взгляд, сложилось мнение об этом.
Я думаю, соотносится. Почему? Потому что этот термин граничит с графикацией, только сфера его применения не игровая деятельность в образовании, да, а именно медиаресурсы. Конечно, мы не можем также, например, по шаблону графикации использовать медиаресурсы. Возможно, у медиаресурсов будут свои на это правила, скажем так. Но процессы, они идентичны, направления разные. Поэтому, я думаю, они соотносятся. На ваш вопрос отвечаю. И еще один момент. А как вы думаете, насколько быстро произойдет внедрение этих технологий, этого инструмента в нашу образовательную практику? На этот вопрос, на самом деле, точно дать вот так ответ тяжело, потому что, наверное, надо быть обладать даром предвидения, но я предположу, что это будет зависеть и от течения внедрения информационных вообще технологий во все сферы, не только в образовании. И конкретно для образования сюда же, наверное, повлияет именно наше соучастие в этом. То есть скорость внедрения информационных технологий, плюс наше соучастие, это, скорее всего, повлияет, насколько быстро это внедрится. И я думаю, можно даже правильно, например, какой-нибудь тот же социальный проект сделать и защитить его, и это может уже дать толчком для, например, региона конкретного, а смотря на этот регион, будут активизироваться соседи, к примеру. Можно при этом также на статьях и при этом очень долго, например, это обсуждать, и я думаю, это все-таки от нас будет зависеть, от скорости внедрения этих технологий и от нас. Ну и база, наверное, скорее всего, экономическая база, есть ли вообще экономические ресурсы для этого. Но так как наш президент республики, а также президент России, по крайней мере, остается надеяться, заявляет, что будут увеличены средства, и они смотрят на это, то есть нацелены на цифровизацию, да, продолжение. Да, и остаются оптимистичные, скажем так, взгляды на это все. Хорошо, спасибо большое, Александр Александрович, очень интересный доклад. Вам спасибо, что уделили время. И я, передаю слово Альситовой Асимгуль Бахтыгалеевне, магистру педагогических наук, старшему преподавателю Актюбинского Баишев университета Республика Казахстан. Доклад по теме создания креативной образовательной среды как условие подготовки педагога новой формации. Асимгуль Бахтыгалеевна, пожалуйста, да, я вас вижу, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Спасибо большое, Люсилана Цетна. I prepared my report in English. Thank you. Good day, dear participants of the conference. This purpose of this report is to evaluate the problem of creativity as a personal characteristic of a future teacher. In modern pedagogy and psychology, there is an acute question about the ways of forming successful personalities. Many domestic and foreign researchers are engaged in solving this problem. A number of studies have established a close relationship between the success of a personality and its creativity. This allows us to conclude that it is expedient to form successful personalities through the development of their creativity in the path of life, manifested in the ability to make choices and implement plans in accordance with their desires and capabilities. Speaking about the concept of creativity, it is a Latin word by creatio. It is creative abilities of the individual characterized by willingness to produce fundamentally new ideas and included in the structure of giftedness as an independent factor. The concept of creativity is often used in the psychological and pedagogical literature. For the first time,
The concept of creativity appears in the works of American psychologists in the 60s of the 20th century. They characterize those human abilities that are associated with creativity, the ability to create new things. Creativity is a creative state, ingenuity, productive, originality of a person's thinking, the subjective side of creativity by Plavin and Popov definition. It is formed as a person's ability to constructive, non-standard thinking and behavior, to realize and develop their own experience. It is a focus on discovering new things and the ability to deeply understand their experience. This definition characterizes creativity as a mental state, as a state of thinking of a particular person in constant to creativity as an activity. It should also be emphasized that the concept of creativity has not yet been finalized. Various sources provide definitions that differ significantly from each other in terms of content of the disclosed concept. For example, according to Binning's definition, creativity is the ability to transform, restructure, and multiply the information available. And according to Gedial's definition, creativity is the ability of a person to produce compositions, products, and ideas that are new in their essential features and unknown in advance of their producers. In foreign psychology, creativity is associated with divergent thinking. For example, John Guilford, who proposed the separation of the convergent and divergent thinking, considered the latter to be associated with the generation of multiple solutions based in unambiguous data aimed at the search for logical possibilities. Summarizing the definitions of creativity, we can describe its main characteristics. We can say about in this way, creativity manifests itself in many ways. It is originally and quick thinking of the person, the ability to find unexpected solutions in seemingly hopeless situations, a rich imagination, a sense of humor, the creation of new original products. The product of creative activity is firstly new and ambiguous in relation to the task. Secondly, this problem cannot be solved by a pre-known algorithm. Since for the purpose of the study, it was necessary to study creativity in its various aspects, it was decided to use two complex methods. First of all of them is diagnostics of personal creativity by Elena Kunik, and the second one, methods of solving problem situations and pedagogical tasks. These techniques allowed not only to evaluate the standard parameters of creativity, but also to study in detail the characteristics of a creative personality and the directions of human creativity. In this table, you can see the results of the diagnostics using the diagnostics of personal creativity by Elena Kunik. Diagnostics was carried out using the online test program, which allowed respondents to be tested online. As a result of the diagnosis of personal creativity, low indicators of the criterion of imagination and complexity were noted, and also when solving pedagogical tasks individually and in a group, students experienced difficulties in interpreting ways to solve certain situational tasks. Based on the results of diagnosis and observation, the problem and the direction of our research were identified. The creation of a creative educational environment as a condition for the formation of a teacher of a new formation. To conclude with this problem, creativity is becoming increasingly important in modern society. Specifically, as students are the key drivers of societal development, universities around the world have been taken on the mission of
for fostering creative individuals and producing creativity. At the first stage, the most important task of vocational education is to create pedagogical conditions for the development, to create abilities and personality qualities of a student that he needs for creative activity. Within the frame of the traditional educational process, such qualities of a specialist as the ability to critically comprehend to production situation, the ability to create samples of the objects and systems of actions, the ability to anticipate possible solutions for ways of these solutions, and the ability to see the hidden qualities of the subject cannot be systematically increased, and so on. Considering the educational environment from the point of view of the educational opportunities provided by it, the criterion of the quality of the educational environment will be the ability of this environment to provide all subjects of the educational process with a system of opportunities for effective self-development. The creative educational environment should not only provide an opportunity for every student, at every educational level to develop the initial creative potential, but also to awaken the need of further self-knowledge, creative self-development, and to form an objective self-esteem in a person. Thank you for your attention. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Асимгуль Бахтыгалиевна, да, за интересный доклад. В принципе, я работаю тоже в сфере креативности. Очень интересно. Уважаемые коллеги, вопросы? Я включила. Да, Эдуард Робертович Исхаков, наш профессор нашей кафедры, пожалуйста. Thank you very much for your interesting report. If you have creativity, it's okay. If you haven't creativity, it's not okay. The question is, what the methods do you use in your work for creativity development? Or more simple words, how we can develop the creativity among students and teachers? Асимгуль, пожалуйста, микрофон. Thank you for your question. We think in our research, the creativity is one of the most important characteristic of the future teacher, and so we create educational environment to develop all this characteristic of the person. Use methods of active learning, practice-oriented methods, problem-based teaching methods, and others to solve this problem. Yeah. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое еще за ответ. Да, и у нас вот поднял руку Куликов Александр, пожалуйста. А я могу на русском, да, спросить? Да, конечно. Было понятно, что вы рассказали, но один момент. Вы сказали, что использовали два метода. Это метод Туника, да, и метод решения проблем. Да. Вот, и единственный момент, не было понятно, почему вы именно эти два метода использовали. Я вот понял, что дал метод Туника и что дал метод решения проблем. Какой вы, через что вы использовали, а вот почему именно эти два метода? Так как креативность для нас является одной из характеристик педагога новой формации, то есть именно диагностика была направлена на выявление креативности студентов.
Если первой методикой мы исследовали личностную креативность обучающихся, то вторым методом на занятиях, непосредственно методом решения проблемных ситуаций, вторичных задач, наблюдалась именно способность обучающихся решать нестандартные ситуации, нахождение путей решения, то есть именно практикоориентированное задание, связанное с будущей профессией, позволяли им именно, как сказать, определить, насколько обучающиеся мыслят креативно, творчески, могут решать те или иные проблемы профессиональные. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Спасибо большое, Симгуль Бахтыгалеевна, за ваше участие. Мы с вами уже не 1 год сотрудничаем, и мне приятно действительно было видеть вас. И я хочу сказать, что на сегодняшний день Симгуль Бахтыгалеевна является докторантом PhD, да, и, собственно, я думаю, именно с этой темой, эту тему она будет развивать уже в своем исследовании. Спасибо еще раз за участие. Ну и я предоставлю слово Исхакову Эдуарду Робертовичу, доктору медицинских наук, профессору из Уфимского юридического института МВД РФ, с темой доклада «Методика преподавания психолого-педагогических дисциплин со студентами ШОС», так как он у нас достаточно длительное время работает именно со студентами, работает на английском языке, как вы видите, и ваш доклад. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, которые присутствуют, следующий слайд. Ага. Ну, на русском языке будет, и периодически буду его перемежать с английским словом next. Это следующее, пока не надо. Актуальность, конечно, вы знаете, что растет академическая мобильность студентов, и приезжают студенты туда-сюда, наши ездят, к нам приезжают, и это очень замечательно. Какие же задачи тут у нас получается? Одна задача – это познакомить, потому что приехали незнакомые из другой страны, или наоборот, мы поехали в незнакомую страну дальнего зарубежья. Адаптировать, потому что, вы знаете, разные культуры, разные уровни жизни, разные условия. Но помимо этого необходимо обучить этих студентов и оценить, как же они что-то такое у нас поучили, потому что вот это время, которое проведено в другом вузе, оно не должно потеряться даром. Next, please. Какие же здесь у нас проблемы возникают вот на своем опыте? Это, конечно, проблема языкового общения и понимания академических знаний. Чуть попозже я вам расскажу, что это такое. Next слайд. Материалы, методы. Это мой опыт преподавания психолого-педагогических дисциплин для китайских студентов. Это магистранты, которые прибыли по академическому обмену сроком на 1 год. Это будущие учителя, которые у себя в Китае учились тоже на педагогических факультетах и педагогических университетах в наш Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы. Next slide, please. Какие же особенности обучения мы столкнулись, я столкнулся? Это группы были смешанные. То есть русскоязычные, среди русскоязычных только 1 студент знает более-менее английский язык, а китайскоязычные из 6 человек только 1 студентка более-менее знала русский язык. Вот спрашивается, на каком языке им преподавать, чтобы они все поняли и не только поняли, но еще получили знания для будущих знаний. Поэтому я разработал собственную методику обучения. Но не только, тут мне еще подсказывали уважаемые преподаватели с кафедры. Поэтому что я делал? На лекциях проходило разъяснение заданий для самостоятельного выполнения с учетом представления теоретических знаний. То есть она отличалась от академических лекций, которые мы даем русскоязычным студентам на русском языке, теорию, основные понятия. Здесь лекция шла как подготовка, как сделать китайцам и нашим, скажем так, самостоятельное задание. Поэтому данные задания выполнялись студентами самостоятельно, и они должны были представить результаты на практических занятиях. Следующий слайд. Представленные задания ставили собой следующие задачи. Это овладеть студентами методики преподавания. Как представить учебную информацию? Ведь это будущие учителя. Разработку студентами презентационных методов обучения, то есть каким методом презентации эту данную информацию надо показать,
разработку студентами способ оценки полученных знаний и умений в результате представления информации, проведение оценки, они должны провести оценку, как усвоили знания, и умений либо навыков. Обучаемыми при этом выступали сами студенты из группы. То есть студент выступает один, другие студенты слушают, и потом он у них проверяет, как они это усвоили. Next slide. Ага. Оценка владения студентов методики преподавания проводилась путем опроса в виде стандартизированного интервью, в котором присутствовала оценка по таким критериям, как трудность подготовки, временные затраты, помогло ли выполнение задания в профессиональном и личностном росте, насколько интересно было выполнять данные задания. Next. Итак, полученные результаты. Что на лекциях мне пришлось сделать? Последовательный дубляж с английского на русский. Вот здесь какой объем-то переводить, чтобы русские не забыли и английский не забыл? Я нашел золотую середину, это 2 фразы. 2 фразы говорю на английском, те, кто понимает английский, затем 2 фразы на русском, это для русскоязычной аудитории. А слайды представлялись сразу на английском и русском языке. Те, которые слова были совсем непонятны, особенно которые со слуха не воспринимались, я их писал на доске. А далее, почему на доске? Потому что они пользовались применением программ-переводчик, вбивали это слово. Или же я еще что делал? Я разъяснял китаянке на русском языке, а потом она уже переводила на китайский язык для всех остальных студентов, китайцев. Next. На лекциях было, я уже говорил, разъяснение выполнения заданий для самостоятельной работы и вот такая методика преподавания, презентация вопроса, тема и оценка усвоения материала. Следующий. Презентация как проходила на семинарских занятиях, то есть выходил докладчик в роли преподавателя, остальные в аудитории обучаемые. Какие же темы, вот очень интересно, темы они делали по своим будущим специальностям. Но вот смотрите, там разные были учителя. Это и учителя истории, физкультуры, пения, географии. Вот символы Китая, обучение оригами, особенности климата в различных частях Китая, различные периоды из истории Китая, в том числе и древности, спорт в Китае, современная китайская литература, древнекитайская поэзия. То есть для меня лично, а также для русскоязычных студентов это было все в новинку. Поэтому что проходило, как вот здесь было полегче, то есть все презентации они проводили на английском языке, кроме русскоговорящей, а слайды и видеофильмы у них были на китайском языке. То есть их вообще было трудно понять, китайским я не владею. Поэтому мне приходилось осуществлять последовательный перевод с китайского на русский, и время выступления выходило на одного человека до 30 минут. А затем шла оценка обучаемых и обсуждение еще 10 минут. То есть почти 1 час уходил вот на одного человека. Россияне презентовали, у них все было на русском языке, и слайды, и видеофильмы, и уже с русского языка для китайцев я переводил на английский. Опять 30 минут выступления из-за этого было, и оценка обучаемых и обсуждение до 10 минут. То есть за пару мы всего смогли 2 человек. Следующий слайд, пожалуйста. И в конце обучения я провел свободное интервью для китайцев. Что сказали? Все китайские студенты ответили, что довольны преподаванием. Оно им понравилось. И они выработали умения и навыки в методике преподавания, которые пригодятся им в будущей профессиональной деятельности. Ну и я кое-чему у них научился, вот до выводов я скажу. Все-таки это другая культура, другой менталитет. Китай – это ведущая страна. И интересно, вот как они стали, ведь мы же лет 40-50 назад мы были Советский Союз, скажем так, развитие Китая. Но сейчас Китай прет, извиняюсь за такое непрофессорское выражение, это первая экономика и культура. Вот очень интересный момент я у них заметил. Оказывается, они воду не пьют из пластиковых бутылочек, в отличие от нас. У них у всех бутылочки такие из Китая, стеклянные или термосы. Я спрашиваю, почему вы не пьете? Они говорят, пластик – это очень вредно и для экологии плохо. Вот смотрите, это будущие учителя, у них уже сформировано экологическое такое мышление. И выводы, какие я сделал, вот у нас скоро приедут опять китайцы, мне как сказали, я очень рад.
Как они будут знать русский язык, я не знаю. Быть готовым к переводу, что придется, опять будут, наверное, смешанные группы, буду переводить с английского на русский, с русского на английский и привыкать к акценту, потому что все-таки это для них не родной язык, и для нас не родной язык, и у нас есть все-таки акцент. И, естественно, учеба должна приближаться к практике, чтобы они действительно научились, что и как делать. Next. It's all. Чё-чё? It's all. It's. Все, да. Thank you very much. It's all, все на этом. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень интересно, Эдуард Робертович. Вы, как всегда, такой вот экспрессивный, с вами всегда интересно, и доклад у вас очень интересно прозвучал. И у нас есть вопросы. Пожалуйста, Александр Александрович, наш активный участник, ваш вопрос. Эдуард Робертович, здравствуйте. У меня вот какой вопрос. У вас методика преподавания иностранцев, получается, приезжих, или вы наших тоже для этой методики адаптировали? Ну, Это все, я понял, может, я не совсем ясно выразился. Группа обучения, вот их распределили в группу, то есть они же вписываются это магистры, они вписываются в нашу магистерскую программу, и для них нет отдельного расписания. Они были включены в группу русскоязычных студентов. То есть группа, где я преподавал, она состояла, скажем так, из русских, ну, не русские, другие национальности, но где у них родной язык единственный был русский, и китайцев. Китайцы все знали английский, одна китаянка знала русский. Вот как им преподавать, на каком языке? Если преподавать только на английском, русские ничего не поймут. Им же тоже надо проходить. Если преподавать на русском языке, китайцы ничего не поймут. Поэтому вот я придумал такую методику. Очень интересно. И вот как различается, вы работали в МВД, как различается аудитория МВД студенческая и вот именно наша русская, и третья категория – это то есть зарубежные иностранцы? Ну, система МВД – это же специализированная система вузов, военизированная. Там очень все строго. Придержанность каким-то юридическим. И чтобы там стояла водичка на столе, или он там ногу за ногу закинул, у нас, конечно, такого нету. Все-таки это очень разные системы, их трудно стало сравнивать, специфика обучения. Я поэтому и спрашиваю, вот как различаются именно студенты в подходах, в этом подходе вашем? Ну, чисто по методике и по преподаванию вся дидактика, она одинакова, что МВД, что Китай, что русский язык. Здесь дело все идет в, скажем так, Творческом. как раз творческом подходе. Составляющая преподавателя. Как эти методики, как эти дидактические приемы комбинировать. Подбирать. Как это комбинировать? Потому что вот я, Александр Александрович, добавлю к Эдуарду Робертовичу. Мы его буквально вот закинули в эту УШОС-группу. Она является интернациональной, она является многоязычной, и, собственно, там шла работа в таком вот плане и духе. И, собственно, вот та методика, о которой сегодня Эдуард Робертович говорит, это то, что выработано самим преподавателем за, по-моему, 3-4 года у нас уже, да? Вот за этот период времени по работе с иностранцами, с иностранными студентами, а в большей степени для нас это ШОС-группа. То есть это не академическая такая вот стандартная система, а это действительно работа с многоинтернациональной и национальной группой. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Эдуард Робертович. Разрешите предоставить слово нашему уже, получается, последнему участнику, присутствующему здесь, Черненко Юлия Викторовна, магистр педагогики, Кокшетауский университет имени Мырзахметова, Республика Казахстан, с темой доклада «Проектирование педагогической среды в системе подготовки специалистов в условиях двудипломного образования». Юлия Викторовна, пожалуйста.
Меня слышно всем? Да, Добрый мы слышим вечер. вас. Да, добрый вечер, у нас уже вечер. Я думаю, что я буду представлять далеко не новую модель, не новый доклад, но на достаточно актуальную тему. Сама я с ним столкнулась вот в этом году, когда по наследству ко мне перешли договора по СОП, и столкнувшись, я была вынуждена и копнуть поглубже в эту тему. Самый главный вывод, который я для себя сделала, что это очень интересно и очень актуально. В современных реалиях, особенно вот в той программе, в которой мы сейчас оказались, как мы работаем в образовательных программах, в связи с пандемией, когда у нас есть масса возможностей, то есть можно увидеть и какие-то положительные моменты, я стараюсь во всем видеть положительные моменты. И вот в частности, пандемия, на мой взгляд, дала нам возможность и толчок все больше использовать возможности дистанционного обучения. И двудипломное образование позволило именно осуществлять именно за счет вот этих вот возможностей дистанционного образования, обучения. Вот. Можно слайды немножко пощелкать, да, можно даже еще раз. Вот. Получается, что в современных условиях выбираются различные траектории в образовательных программах. И, на мой взгляд, одной из таких траекторий является именно вот двудипломная, призванная, с одной стороны, способствовать обмену опытом, естественно, да, когда мы обращаемся в другой вуз, когда мы связываемся с педагогами, которые делятся этим опытом. Это огромные горизонты для студентов, которые обучаются по двудипломному образованию, и огромные возможности для педагогов, которые в этом участвуют. И можно следующий слайд еще раз. Угу. Вот. Современные образовательные программы у нас реализуются на основе принятого положения о двудипломном образовании. И современные эти программы, образовательные программы, у нас перестали называть специальности, а стали вот именно образовательные программы, реализуются либо между двумя вузами, либо между 3 и 4 даже вузами. Но чаще всего мы все-таки привыкли, что одна образовательная программа реализуется именно на 2 вуза. Редко, когда это 2 вуза именно казахстанских или 2 вуза российских, все-таки все пытаются использовать по максимуму те возможности, которые дает двудипломное образование, это выбрать свой основной вуз, да, и вуз-партнер. И предлагается выпускникам, которые осваивают эту программу, использовать и получить, дает возможность получить 2 диплома. Это могут быть дипломы равнозначные, это могут быть дипломы различного статуса, один основной и второй как бы вспомогательный, можно так сказать. Или же это может быть один совместный диплом, который включает в себя 2 транскрипта. В любом случае все эти программы разрабатываются вузами-партнерами. И вот это та возможность внести свежий ветер, как говорится, или свежие силы, свежие знания друг другу. Потому что раньше, вот, когда я училась, и многие мои коллеги, это все-таки был госстандарт, да, на который мы опирались, который давал нам возможность получить образование. И было понятно, что независимо от того, в каком городе, в какой стране ты получаешь, ну, страны постсоветского, да, пространства, ты получаешь, не чересчур ушли, можно назад, еще вот здесь пока остановиться. Независимо от того, где ты учился, ты все равно получаешь в среднем более-менее образование, ну, подходящее под одни стандарты. Сейчас каждый вуз разрабатывает свою образовательную программу. Да, мы привлекаем к работе и в составлении образовательной программы работодателей, да, то есть, ну, в частности, вот у меня кафедра – это социально-педагогических дисциплин, и мы готовим будущих учителей начальных классов, воспитателей в детских сады, педагогов, психологов, социальных педагогов, самопознанцев. И вот, приходя на базу,
они должны знать, что именно база от них будет требовать. И сегодня, на сегодняшний день все квал требований, предъявляемых педагогам, они все больше ужесточаются и ужесточаются. Я думаю, в России точно так же. Ну и педагог — это на самом деле не только звучит гордо, но и это огромная ответственность. И вуз, готовя, все-таки варясь в своем котле, да, что бы ни происходило, да, есть общеобразовательные предметы, от которых ты никуда там не двигаешься, но все остальное, то, что представляет сам вуз, каталог коллективной дисциплины или там вузовский компонент вариативный, это все-таки то, что вуз хочет. Да, работодатель где-то что-то повлиял, но все же и не всегда те предметы, которые изучает студент, несут вот по-настоящему нужные знания. Поэтому, когда у студентов спрашивают, у бывших студентов, да, вот они закончили, пришли работать, когда вы учились, все ли то, что вы изучали, вам пригодилось в жизни? И многие из них говорят, нет, половина из того, что мы изучали, она совершенно нам не нужна. И вот чтобы этого вопроса тоже не было, все-таки, когда составляется программа по двудипломному образованию, совместная образовательная программа, это классно, что несколько ученых в этом участвуют. Они обсуждают, они смотрят, они выбирают. И это позволяет студентам получить по-настоящему валидный такой достоверный диплом, который принесет в будущем те знания, которые пригодятся при приходе на работу. Двудипломное образование – это возможность параллельного обучения в 2 или более вузах. И эти вузы, ну, если раньше, да, мы могли ездить, и как-то было больше возможностей, то сейчас это огромные цены, это большие финансовые, да, затраты. Стерли вот эту возможность очень мало студентов, которые могут себе позволить. А здесь, по большому счету, оплачивая одну образовательную программу, ты получаешь 2 диплома. Тем более, зачастую даже не выезжая, у тебя есть возможность познакомиться с другой страной, с другими учеными. И на основе взаимозачета кредитных единиц, да, получить массу возможностей и научного расширения. Ты даже приезжая в другой вуз, или не приезжая, работая дистанционно, ты уже можешь посещать и не только этих педагогов, которые у тебя там идут, ты посещаешь библиотеки, ты общаешься с другими студентами. Ну, мне это очень нравится, и я вижу отзывы студентов, да, ну вот у нас есть 2 студентки, да, с вашим вузом, которые сейчас еще в процессе у нас, да, все-таки утверждения, но есть еще другие студенты, которые уже обучаются, успешно обучаются по программам двухдипломного образования, и это широкие возможности и только положительные отзывы. Я пока еще не слышала ни одного отрицательного отзыва, который бы сказал, что нет, двухдипломное образование это не подходит, и это неинтересно, и это не вижу смысла. Нет, все, кто об этом слышит, и студенты, которым рассказано, все загораются, все хотят в этом участвовать. И точно так же, как педагоги. Все-таки академическая мобильность – это те возможности и та необходимость, которая должна быть. Можно следующий еще слайд? Вот преимущество программы двудипломного образования, которое дает нам составление именно образовательной программы совместно вузами-партнерами. Возможно, на основе уже существующих модулей, но и в то же время мы прислушиваемся к вузу-партнеру, который советует что-то. Это международный опыт, это самое главное перспектива трудоустройства после обучения в 2 вузах. Студент, приходя устраиваться на работу и говорит, что я вот обучался в университете КУАМ, да, в нашем городе, да, например, но и при этом у меня был параллельный вуз, совместный вуз там, в России, в Великобритании, в Латвии. И для работодателя это огромный плюс, на мой взгляд, и на взгляд работодателей. Это так же, как преимущество, это освоение прогрессивных знаний от ведущих преподавателей. Все-таки, что бы ни происходило, на такие образовательные программы вуз кидает
самых лучших, самых опытных, чтобы, с одной стороны, не ударить в грязь лицом, и с другой стороны, чтобы педагоги тоже развивались. К тому же получение 2 дипломов – это еще и дипломы, во-первых, которые соответствуют, да, всем законодательным актам, это возможность непрохождения дорогостоящей процедуры нострификации. То есть зачастую студент, переезжая с одной страны или в другую страну, а они путешествуют, и пока молодые, они должны путешествовать, у них очень много теряется как финансовых, так и временных затрат уходит на то, чтобы пройти эту процедуру. А здесь студенту нет необходимости получать подтверждение своего диплома в другой стране. В Казахстане он подаст один диплом, приезжая в Россию, он подает другой диплом. Оба диплома полностью соответствуют. Но помимо этого, когда студент получает образование еще, да, по одной специальности, есть ведь возможность получить диплом на немного разных специальностях. То есть здесь будет один ведущий, да, диплом, и второй, ну, на уровне таких капитальных сертификатов, как говорится, но при этом, который дает право работать и дальше развиваться. И можно еще один слайд. Преимущество программ двудипломного образования для педагогов, для профессорско-преподавательского состава. То есть, как я вам уже говорила, и думаю, для вас это не секрет, не новость, постоянное ужесточение квал требований, с каждым днем все больше и больше во всех странах, это свидетельствует о том, что мы должны не просто развиваться, мы должны общаться, мы должны публиковаться, мы должны двигаться и в науке, и в самой педагогике, психологии, да, дальше, ну, если мы говорим о педагогах. И вот преподаватели, задействованы в двухдипломном образовании, у них есть возможность узнать о другом контексте преподавания схожих дисциплин, узнать новые методы преподавания, методы обучения. И это всегда, вот, ну, не сказать, что на уровне конкуренции, но любопытство, соревнования в хорошем плане. С одной стороны, ты узнаешь что-то новое, тебе хочется поделиться своими же знаниями, тоже сказать, что и ты тоже не самый плохой преподаватель. Также возможность дает обогатить и разнообразить учебный материал, материал специальности, сделать более инновационным, потому что, ну, только, как говорится, в споре рождается истина, и в случае университета, образования, педагогики, только в сотрудничестве с другими педагогами мы можем дать по-настоящему широкую базу для наших выпускников. Также развитие своей межкультурной и коммуникативной компетенции для педагогов. Это очень дорогого стоит. Вот, казалось бы, я, наверное, вряд ли бы попала на вашу масштабную конференцию. Я уже вот говорила Алисе Иванцетовне, что вчера, когда я открыла программу, увидела те фамилии, которые есть. Если бы не двудипломное образование, я вряд ли бы попала на данную конференцию. Да, возможно, но все-таки это тоже благодаря двудипломному образованию. Ну и в плюс приобретение связей для сотрудничества, для совместных публикаций. А публикации сейчас это одна из возможностей доказать свою научную компетенцию и педагогическую компетенцию, наверное. И еще, по-моему, один слайд. Угу. Преимущество двудипломного образования для студентов. Об этом уже было сказано в течение всего доклада. Но это автоматическое признание степени за рубежом. Это вот самое важное, мне кажется. Нет потери времени, когда студент получает 2 по цене одного, то есть 2 образования, и либо разных, либо смежных. Также подразумевается лучшее качество, то есть в любом случае, когда готовится программа для двухдипломного образования, для совместной образовательной программы, это только вот сливки, самое важное, самое нужное. Вот. Доступ к ресурсам, к библиотекам, лабораториям совместных вузов-партнеров. Ну, а для магистрантов и докторантов это возможность вступления
международные какие-то академические научные сообщества, приобретение полезных связей для тех же публикаций, нахождение для себя в дальнейшем научного руководителя, который может повести за собой. Ну что, я, наверное, буду заканчивать свой доклад. И еще раз хотелось бы сказать, что я не претендую на какую-то новизну своей информации, но еще раз хотелось бы привлечь внимание к вопросам двудипломного образования, к вопросам совместных образовательных программ, которые по-настоящему несут только положительные моменты для наших выпускников, которые делают их более квалифицированными, более уверенными в завтрашнем дне в современных реалиях. Спасибо. У меня все. Спасибо большое, Юлия Викторовна. Очень интересно, да, и насыщенно, что называется, о двудипломке. Вы вновь напомнили нам на вот эти ключевые направления системы двудипломного образования. Но у меня вот вопрос. Говоря о преимуществах этой системы, вы обозначили педагогические кадры, вы обозначили студентов. А вообще имеет ли место быть для вашего вуза заинтересованность выпускников двудипломного образования? То есть как вы их видите? Отпускаете ли вы их, простите вот за метафорическое выражение, на свободу, или вы все-таки заинтересованы в том, чтобы они вернулись в вуз и являлись продолжателями, реализаторами, да, вот концепции двудипломного образования уже с имеющимся социальным опытом, приобретенным в своем обучении? Спасибо большое. Мне кажется, что и то, и другое имеет место быть. С одной стороны, да, мы должны выпускать своих выпускников в дальнейшее плавание. То есть мы дали ему возможность, чтобы они были более, не то чтобы образованы, чтобы у них были более широкие возможности, но в то же время в силу того, что сейчас это только, хотя у нас уже несколько лет, да, как бы используется двудипломное образование, но и хотелось бы, чтобы именно эти студенты делились этими знаниями, которые сами прошли через это. Потому что, ну, честно, вот когда я спрашивала по поводу двудипломного образования, встречаются люди, которые реально боятся каких-то движений, боятся чего-то нового. Вот. Поэтому и то, и другое. Я за то, чтобы, например, по двудипломному образованию 2 человека обучалось, один потом пошел в свободное плавание, понес эти знания дальше, а второй остался, может быть, в стенах вуза и передавал свой дальнейший опыт. Спасибо большое. Коллеги, вопросы есть? У меня Нет? есть. Да, пожалуйста, Александр Александрович. Да, я вот прям готовил его с середины, ждал. Юлия Викторовна, было интересно на самом деле, но у меня вот какой вопрос. У вас один из критериев, вернее, одно из преимуществ – это трудоустройство, да? Угу. И есть ли какая-то вот статистика трудоустройства, вернее, разница трудоустройства между однодипломным образованием и двудипломным? Ну, то есть для того, чтобы эту программу использовать, наверное, на что-то опиралось в образовании в Казахстане. А так как Казахстан – это СНГ и Россия тоже приближена, я по вашему ответу примерно буду ориентироваться для российских реалий. Честно, официальную статистику я не собирала. У нас в ВУЗе сейчас есть такие программы, по которым мы работаем. Вот. И, ну, уверенность в завтрашнем дне этих выпускников однозначно, только положительная. По Казахстану с коллегами, с кем я разговаривала, чаще всего эти студенты остаются в стенах вуза и дальше продолжают свою научную деятельность. Вот. Ну, потому что больше всего все-таки по двудипломному образованию я столкнулась, это магистранты. Бакалавриат еще немножко недооценивает вот все эти возможности. Плюс наши педагоги еще не совсем к этому готовы. Вот. А так,
честно, вот от себя по всем наблюдениям могу сказать, что, мне кажется, выпускник, получивший двудипломное образование, это стопроцентное трудоустройство. Спасибо, спасибо. Спасибо большое, спасибо всем участникам. Я вынуждена сказать, что да, у нас было заявлено гораздо больше участников. Вот и Апаева Софья Хусейновна, Республика Кыргызстан, Сабзалиева Зухал, это Республика Таджикистан, не получилось у них в связи с, понятно, настоящее такое вот нестабильное время, что называется, не дало им возможности выступить, несмотря на то, что темы докладов очень интересные, очень нужные, и каждый хотел бы поделиться своим опытом своей республики, о тех наработках, которые имели место быть как в сфере двудипломного образования, так и в сфере формирования профессиональных компетенций студентов. Но, тем не менее, большинство из нас выступило. Спасибо всем за участие. Спасибо всем за присутствие, уважаемые участники. Я рада была видеть вот на экране среди участников своих студентов, своих выпускников. И, собственно, ваше участие также ценно, несмотря на то, что вы не выступаете, тем не менее вы также набираетесь опыта. Ну и, собственно, позвольте завершить работу нашей секции научно-проектное сотрудничество вузов-партнеров Евразийского образовательного ареала, пожелать всем вам успехов, движения, как в профессиональном плане, так и в формировании каких-то личностных, жизненных ценностей, установок и так далее, и так далее. Поздравить всех с наступающим Новым годом, он не за горами, пожелать вам провести окончание этого календарного года на позитиве, на подъеме. Ну и прежде всего, наверное, пожелать всем здоровья, еще раз повторю, в наше вот в такое неспокойное время. Я благодарю наших участников, присутствующих в очном формате. Рада была видеть, и действительно вот это вот живое общение, оно не заменит никаких вот такого дистантного взаимодействия. Я надеюсь, что, Юлия Викторовна, мы с вами уже встретимся непосредственно в очном формате и решим, да, у нас на сегодняшний день большое количество вопросов, и мы эти вопросы постараемся снять, что называется, с повестки дня для нашего благотворного сотрудничества, дальнейшего длительного сотрудничества, ну и, собственно, реализации этой программы по двудипломному образованию. Еще раз всем спасибо. Спасибо большое организаторам. Спасибо Доброго огромное. здоровья, да, удачи, успехов и дальнейшего движения. Надеюсь, что в следующем году мы с вами встретимся уже в очном формате, в большем составе, ну и поделимся нашим опытом. Спасибо большое всем.